Добрый вечер, в эфире мое вечернее шоу, и сегодня у меня в гостях женщина-легенда, народный герой Советского Союза, лауреат Госпремии СССР. Какие еще у нас есть регалии? Герой труда, лауреат Государственной премии Казахстана и Советского Союза. Человек-эпоха Бибигуль Төлегенова. Да. Я, в общем-то, формировалась в советское время. То есть все мои звания, почести я получила в Советском Союзе. Ну, Советский Союз меня, может быть, и обидел, в том смысле, что в 1937 году, мне было 7 лет, папа мой меня отвез в школу, и больше я его не видела, что его арестовали, а в 1937 году его расстреляли, то есть в 1938. В тот день, когда не стало отца, кончилось мое детство. Все было. И полы мыли, и белили людям, и убирали. И потому что мама моя, Майнур, она по девичьей Мансурова, значит, фамилия наша, на папиной фамилии Төлегенова была. Ей было 25 лет, и у нее было 7 детей. Конечно, не о каких-то нежностях, о каких-то вещах было не было времени, потому что пока не началась война, мою маму все время куда-то в НКВД вызывали, она оттуда приходила, вся в синяках, заплаканная. А потом началась война. Ну, тут уже всем нам досталось. И репрессированным, и тем, кто уходили на фронт. Сначала уходили мужчины. Вот. В конце концов, уже под конец войны, в 1943 году, уже стали женщин забирать в армию. То есть молодых людей у нас не осталось. Остались одни старики и дети. Был Семипалатинский мясокомбинат имени Калинина. Это тогда в Советском Союзе. Было 2 мясокомбината. Один Кировский, сейчас в Петербурге, значит, в Ленинграде. И второй на мясокомбинат Семипалатинский имени Калинина. Во время, значит, войны Ленинград был заблокирован, и, конечно, мясокомбинат не работал. И поэтому вот Семипалатинский мясокомбинат, он обеспечивал продукты и в фронт, и тыл. И я, значит, сначала работала в этажном заводе, потом перешла на мясокомбинат, там я работала в литографии, потом поднялась в жестяно-баночный цех. Ну, тут уже кончилась война, мне уже было 18 лет. В 18 лет я поехала учиться в Алмату. Так как была война, и надо было работать, а тем более у меня мама заболела бруцеллезом и стала инвалидой 2 группы, работать она не могла. И самая такая продвинутая из детей была я. И в очередь за хлебом я, и сажать огород там куда-то, участок нам давали за деревней. Ваша мама не хотела же отпускать. Она говорила, что певицы – это несерьезная профессия, да? Она не хотела, потому что, в общем-то, у нас в семье все пели. И мама пела, папа у меня прекрасно играл на скрипке, вот, самоучкой был. Ну, я не знаю, от кого мне музыкальность, мой голос. Не то от мамы, не то от папы. В общем, от то, и то, и то, как говорится. У нас было очень много ссыльных, эвакуированных много было. Вот. Потому что Казахстан вообще сам по себе был ссыльным. Вот. И у нас там это был областной смотр художественной самодеятельности. И, значит, там привлекались люди, которые, может быть, например, там была членом жюри Галина Йосифовна Серебрякова, писательница, она была репрессирована. Значит, она отсидела где-то на Колыме 10 лет, значит, в 1947 году приехала
в 46-47 приехала в Семипалатинск, и в Москву ей не разрешали, она там. И вот так она меня услышала. И она мне сказала, знаете, во-первых, она спросила, как вас зовут? Я говорю, меня зовут Галя. Я в русской среде, в русской школе учил. В детстве вас Галей же Меня все называли, звали да? Галей. Да. Вот. Она говорит, и меня тоже Галей. Я так подумала, думаю, шутит, наверное, она со мной. Ну, в общем, мы с ней познакомились. Она говорит, тут я послушала сегодня вас. В вашем тембре, говорит, я слышу тембр голоса Галли Курчи. Для меня это Галли Курчи тут. Кто это, да? Кто там, что там? Кто такая Галя? Спросить мне было неудобно, Да. но я не знала, кто и что. А потом, когда я уже пошла в консерваторию учиться, я узнала, что это была великая итальянская певица, колоратурная сопрано. И где-то я нашла пластинку ее, уже будучи студенткой. И когда послушала, я удивилась. Думаю, действительно, Похожи голоса, да? голоса похожи. Бывает же такое Да, совпадение. И вот так вот я стала учиться. Ну, там тоже все было. И сложности были, и отчислять меня хотели. Все было. Ну, спасибо педагогам, конечно. Они мне очень помогли, потому что я в своем вечернем школе семиклассным образованием, конечно, в ВУЗ забралась. Там, и вот вы знаете, я подавала аксиому марксизма-ленинизма весной. И у нас был участник Великой Отечественной войны, у него одной руки не было. Я как сейчас помню фамилию его Новак, а имя его Николай, по-моему, то ли Александр, типа. Вот, он такой был интеллигентный. И так только на улыбке все время разговаривал. Спрашивает. В конце концов, вы знаете, я просто не знаю, как у меня сорвалось. Я говорю, Николай Александрович, вы так с меня спрашиваете основу марксизма, как будто мне основу марксизма со сцены петь. Я не знаю, что с ним было. Он побледнел, он закричал, вон, вон. Думаю, ну все, у меня катастрофа. Значит, весной я основы не сдам, значит, я оставлюсь на второй год. Сама не знаю, как так получилось. Вот. А потом, значит, через неделю где-то, ну, пересдавать надо, конечно, я ничего не могу сказать. Да. Еще такой ляпнул педагогу. Еще участнику Великой Отечественной, да еще без руки. Да. Он там, видимо, такой пережил, а я тут еще ему, как бы, соль на рану присыпала. А потом через несколько дней у нас сдаем экзамены. Я выхожу на сцену, смотрю, мой Новак сидит прямо перед моим носом. Одну руку, знаешь, так положил и сидит. И улыбается. Но у меня руки, ноги дрожат. Ну все, катастрофа. Сейчас он скажет, что вот я такая аполитичная, и меня вообще забьют, зарежут. Я спела, значит, свой концерт, сдала экзамены и спускаюсь вниз. А он такой, опять с этой улыбкой, у него даже, знаете, вот бывают люди, которые улыбаются, у него щеки краснеют. Да. Такие красные щеки, он улыбается, говорит, ну что ж, говорит, милая моя, вы мне сказали, вы мне не сказали, что вы так хорошо поете. Я говорю, Николай Александрович, если бы я вам еще сказала, что я хорошо пою, я не знаю, что вы со мной сделали. Вы представляете, что такое рабочий класс? Вот когда кто-нибудь со мной ругается или меня трогает, я говорю, знаете, единственное прошу вас, ой, вы такая вежливая, вы такая нежность. Я говорю, только единственное спрошу, не трогайте во мне рабочий класс. Если разбудите во мне рабочий класс, то вам мало не покажется. То есть вы могли поставить человека на Ну, место? У меня было и такое. Директор театра. Я пришла в консерваторию, закончила консерваторию, пришла в театр. У нас большой худсовет. Все сидят звезды. Куляш Пайсейтова, там Жандарбеков, все. Молодежь все сидит. И вдруг он говорит, подойдите сюда, вот в Тургенева. Я подошла.
А он мне говорит, вот стоит тут, вот таких певиц, как Биби Гульту легенду, говорит, мы не будем продвигать до тех пор, пока она не созреет. А то, который там по бумажке себе на радио песенки поет и считает себя примадонной. Я оторопела, мне зло. Я говорю, извините, когда я созрею, я плевать хотел на ваше движение, я и без вас выдвинусь. Он парторг был тогда, Нуреку Битпаев, народный артист. Он меня за шиворот туда, значит, к секретарю, ты что соображаешь? Мы ем барман? Ты что говоришь? Я говорю, я что ему сделал? Я его первый раз вижу, и он со мной так... Причем перед этим он мне дал свой романс, называется «Я скалу», и даже слова со мной, даже его рукописи вот этого времени у меня есть. Я спел его романс, он был доволен. А тут вдруг ни с того ни с сего на меня такой. Я даже не знал, что он директор. Я только узнал, что он директор театра, когда пришли на это хуцеве. Ну, в общем, я не знаю, это потому или почему. Ну, знаете, как всегда, меня защитить было некому, поэтому у меня завистников много было. Ну, я была очень трудолюбивая. Завистников или завистниц больше было? Завистников у меня было немного. У меня были, в основном меня любили все. Ну, как сказать, ну, коллеги, может быть, завидовали, но... Что-нибудь плохое могли сделать? Были такое. Когда я в 69-м году поехала в Москву, меня выделили на Ленинскую премию. Это к 100-летию Ленина было. Вот, я приехала в Москву, я спела концерт в малом зале консерватории. Там им дверь разнесли. Ну, там много студентов казахов из Германии все пришли. Там такое столпотворение творилось. Вот. А я не знала. А в этом концертном зале Чайковского там, оказывается, Зыкина работала. И приходит директор мой, Фила, я успела, как раз у меня ангина была, больная, приехала. Он говорит, ну, Биби Гульханова, все, молодец, я вас поздравляю. Вы, говорит, так хорошо спели свою программу, все. Ну, я говорю, спасибо. Ну, говорит, Зыкина там еще поет. Я говорю, как поет? А Зыкина, говорит, поет в этом, в зале Чайковского. Я говорю, да, там, говорит, у нее и ветераны, и пионеры все выходят, цветы ей вручают, все. Ну, что делать, а я уже спел. Вот. Ну, я поняла, думаю, ну, все, раз такое дело, значит, ну, точно мне ничего не бить. Вот. Отпели мы. А до этого, когда я только готовилась, пришла ко мне группа за кулисы, говорит, Биби Гульханова, можно вас на минутку? Я как раз выходила. Я говорю, знаете, вообще я сейчас готовлюсь, поэтому я говорю, я отвлекаться не должен. На одну минутку. Он сказал, вы не волнуйтесь, все члены комиссии будут голосовать за вас. Уже, говорит, мы все договорились, что мы будем голоса свои отдавать вам. Спасибо. Кто он, что? Ну, я знаю, молодой, красивый мужчина, а он на год всего старше меня. Это мне было, знаете, в 69-м году. Сколько мне было? Так, в 69-м году 40. 39. Угу. Да, 39-40 лет было. Вот. Ну, ему где-то, значит, в районе... Ну, это еще самый расцвет. Я в 40 лет вообще выглядела как на 25. У нас есть фотографии, кстати, ваши. Да, я Давай. вообще молодо выглядела. Да. Вот вам как раз здесь 40 это лет, мне да? 37 лет. А, 37 лет. Да, 37 лет. И вот я, значит, ну, спасибо, спасибо. Наверное, часа концерт. Идет концерт. Вдруг, значит, сижу, а члены комиссии вот так по разным углам сидят. И, значит, недалеко от меня сидит мужчина пожилой, седой, белая голова у него, сидит и вытирает слезы. Это плачет, что плачет. А ведущая, я выхожу, говорю, слушайте, я говорю, там какой-то пожилой человек, я же не знала, он член комиссии. Сидит, говорит, все время слезы вытирает. Вы знаете, это кто? Это, говорит, великий композитор Свиридов. Вот и он, говорит, такой человек, когда ему нравится пение, он всегда плачет, сидит, да? плачет. Ну, ничего себе, что-то новое для меня. Комиссия заседает, и там, ну, я не знаю, как уж они там делали, что. И тогда был, по-моему, не то Тихонов, кто-то председатель комиссии был. На Неглинной было управление культуры. Он меня приглашает и говорит,
заходите, проходите. Говорит, я хочу вам кое-что показать. Ну, я зашла. Он мне показывает письмо и говорит, знаете, вот, я, говорит, позавчера на вашем выступлении от и до, ну, он председатель этой комиссии, слушал вас до конца. И, говорит, был очень удивлен. Ну, вы можете прочитать, если вы хотите прочитать, нет. Он мне дал это письмо. Письмо напечатано на машинке. Ну, я, значит, так. Ну, взяла, положила в сумку, думаю, что я буду при нем читать, что ли? Мы посидели, поговорили, он говорит, молодец. Конечно, говорит, если бы вы не пели, может быть, у нас какое-то, говорит, это, закралось какое-то, говорит, чувство, что, может, просто как национальное выдвиженцы выдвигают там вот в своей республике. Но вы же, говорит, экзамен сдали, 2 отделения полные, говорит, чистую классику пели, чистый народный пели, все, говорит, вы спали. Ну, и я приехала домой, я приехала в гостиницу и почитала. Я в ужас пришла. Там было написано, ну, коллектив, творческий коллектив Казахстана возмущены выдвижением Бибигуль Тулегеновой на Ленинскую премию. Мы знаем певицу, исполнительницу казахских песен. Она, говорит, только песенки поет, а классику она петь не может. То есть, откуда они знают? Меня перевели в филармонию после моего инцидента с директором театра. Я 15 лет занималась концертно-камерной деятельностью. И как раз в это время меня выдвинули на это. Они же не знают чем. Ну, Да. слышат, что я на сцене свою Булбул Хамиди и Гаухартас или еще какой-то там Илигай, там Ахалкерым. Да. Вот. Больше они ничего не знают. А как я работаю, они же не знают, что езжу по всему Советскому Союзу, по всей целине. Вот здесь, между прочим, вот сейчас вот такие вот здания стоят. А я здесь работала, когда здесь болото было, здесь капуста росла, здесь были курятники, телятники. Вот в эти телятники были моими концертными залами. Думаю, интересно, кто это? Не подписано никто. Вот коллектив, значит, такой вот такой. Но вы пережили стресс, я думаю, в этот Вот. момент. А тогда, знаете, вот это печатные машинки, Да-да-да. они же все были на учете. Да. И у меня был один знакомый, он говорит, знаешь, говорит, Бибигуль, давайте, говорит, я проверю, кто напечатал. И когда я узнала, кто напечатал, я была просто поражена. Это педагога консерватории. Машинка из консерватории. Ленинскую премию получила за кино. Ну, получила, мне-то какое дело. Я и не стремилась, думаю, ну что. А потом, когда я приехала в Алмату, я зашла на прием к Димашу Ахмедовичу Кунаеву и сказала, Димакей, спасибо вам большое за такое доверие. В общем, я сдала экзамен. Ну, вроде получила хорошую оценку. Он говорит, что имеет в виду? Ничего, говорит, это, говорит, вы, говорит, в следующий раз, говорит, вы будете Ленинские премии, это, говорит, вы едете для протокола. Я была так удивлена, потому что я с такой отдачей, потом я целый год, я не знала, что делать. Я думала, у меня голос пропадет. Я, видимо, настолько в стрессе была. Кое-как я этот год, не помню, как я прошла. Одним словом, я сказала Димара, вы извините, в следующий раз пусть другие едут сдавать экзамен. Я говорю, я больше не в состоянии. Если я еще раз поеду, я говорю, получу, наверное, паралич. Он засмеялся. Нет, что вы тут? Ну, в общем, так прошло. И получила. А потом, вот когда на концерт мы приехали на 100-летие Ленина, и там вот хор, она тогда работала Зыкина в хоре Пятницкой. А вы с Зыкиной были всегда конкурентками? Так вот я хочу что вам сказать. Да. Она работала солисткой хора Пятницкого. Да. И я смотрю, эти женщины эти в национальных костюмах русских бегут и на меня заглядывают, думаю, они, оказывается, хотели посмотреть, кто со мной пел и почему проиграл ей. Да я и не обратил внимания. После репетиции я иду в гостинице «России» мы были. Иду, мне навстречу попался Чингис Айтматов. О, Бибигуль Ханум, салам алейкум. Как, вы себя чувствуете? Все. Я сказала, ничего, нормально. Ну, вы не расстроились? Я говорю, да нет. Вы знаете, говорит, я вам скажу, почему получилось так. Вы говорите, все члены комиссии, там была, кажется, 5-бальная система.
Все члены комиссии поставили вам 5. Зыкиной поставили 3. А потом, когда началось обсуждение, Екатерина Алексеевна пригласила их всех, сказала, Бибигуль еще молодая, у нее все есть впереди, еще она получит свое звание. Хотя мы с ней были, оказывается, у нас разница была полгода. Одногодки были. Вот. И говорит, она свое возьмет. В этом году, говорит, 100-летие Ленина. А то, говорит, у нас Долуханова, Лисицын, Гаспарян, еще кто-то. А, говорит, русских весов нету. Сегодня должна получить Зыкина. Ну, а что делать? Расстроились? Нет, я не расстроился. Я говорю, нет. Но, говорит, мы так сделали. Мы сказали, коль она ту легенду сдала экзамен на отлично на Ленинскую премию, осенью государственная премия присуждается к 7 ноября. Я как раз в Швеции, у нас по линии общества дружбы мы ездили в конце года, всегда встречали 7 ноября где-нибудь за рубежом. Мы в Швеции, вот. И, значит, оказывается, они так договорились. В таком случае, говорит, так как она дала на отлично на Ленинскую премию, мы ее будем проводить по протоколу на государственную премию СССР. Она сказала, да, окей, пожалуйста. Пожалуйста, не возражаю. И, значит, меня автоматически с Ленинской на государственную премию. И вот мы в Швеции отработали, значит, в Стокгольме и должны уехать в Мальму. А там на машине мы едем. Вот. Выезжать надо. А там у нас был этот, забыла его фамилия, плохо говорил по-русски. Пипекульцка, вы, пожалуйста, радио. Слушайте? Я говорю, да, хорошо. А я подумал, он говорит, слушали? Я говорю, да, слушай, что я буду все говорить. Вот. Оказывается, 5 часов, 17. Вот. Я думаю, ладно. А там, оказывается, получилось так. Новости мира. 5 часов вечера по радио передавали. Ну, может быть, и объявили, что я ничего не поняла. И мы едем в Мальму на поезде, на машине. Министр у нас был Шебек Эркебеков. Вот. Ну, мы, как всегда, за границу ехали. Я взяла с собой палку сервелата. У меня была и бутылка коньяка. Угу. Ну, конечно, мы там, что там? Потихоньку, полегонечку. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Да. Как это можно сказать, и на язычком, да. И колбаской закусили. Да. Приехали туда, и в комнате у меня, значит, стоит маленькая вазочка, и на ней стоит один тюльпанчик. Не тюльпан, а это... Роза? Не роза, гвоздика. Гвоздик. Одна гвоздика стоит. Заходит Баглан, она говорит, Бебка, а почему у тебя цветы стоят, а у меня нету? Я говорю, не знаю, Роза Ташбаевна. Я говорю, спросите у нее. Она вот такая была. Да все должно было у нее. Потом уже у других должно быть хуже. Да. Она пошла и говорит, почему? Мне объяснили, что Бибигуль Кулигенова сегодня вот объявили по радио, что ей присвоили звание. Госпремия, да? Ей вручили государственную премию СССР. Поэтому, говорит, мы ее поздравили. Роза Тажибаевна поздравила вас? Нет, потом они меня все поздравили. Она, ясно, понятно. Она, конечно, ревностно относилась к этому. Она, как вам сказать, почему-то она ко мне так относилась ревностно, хотя мы с ней были небо и земля. Она была эстрадная исполнительница, я была камерная певица, абсолютно. То есть мы с ней ни с кем... Дружбы не было между вами, да? Особой дружбы ни с кем не было. Я так со всеми вежливо здоровалась, встречалась. Так, чтобы, знаете, вот... Секреты не рассказывали? У меня был один такой инцидент. Я так обожглась. Причем очень близкий человек меня подвел. Я сказал, все. Больше я никому никогда в жизни своих секретов не рассказываю. А я единственное работала, потому что знала, что меня некому поддержать. Только на себя. Сейчас, например, в Казахстане, когда кто-то едет на конкурс, он едет от имени Казахстана, да? В советское время очень много было у вас и соперниц, да, и вот та же самая Зыкина, да? За вашей спиной никого нет, да? То есть вы всегда испытывали вот этот стресс?
И вот как вы его переживали? То есть вы чувствовали напряжение, да, что вот вам нужно всегда быть в тонусе, надо быть бдительной? По-моему, это все чувствуют. Понимаете, потому что вот особенно когда в гости приходишь, люди, ну что, подумаешь, и все стоит. Бра, найт вперед, говорит, так не трогай. Я говорю, знаете, бра, найт ушин, я должна распеться, привести себя в порядок, порепетировать с концертмейстером, потом петь. Ой, что добрый на это берега. Я говорю, ну вам можно, а мне это нельзя. Я говорю, потому что я профессиональная певица, я очень серьезно отношусь к своей профессии. Ну, люди же не знают, какой труд за тем, что вот выйти. Ну, что, вот вышла, спела и ушла. Для того, чтобы вышла, спела и ушла, что нужно? Большая работа должна быть. Тренаж должен быть. Вот спортсмен, если он не тренируется, он никогда не сделает вот то и то или движение, да? Вот то же самое. Если я не буду работать, просто в один прекрасный день прокричу голос и все. Ну вот. И я, значит, сказала, я говорю, конечно, я говорю, легко сказать, а сделать это трудно. А у вас были моменты, когда вы теряли голос? Были. Когда я родила дочку старшую Гузелю, у меня педагог был мужчина. Ну, я же не знала, как себя вести профессиональным певцам. Вот. Я, значит, сдала экзамен зимой, зимнюю сессию. Сдала зимнюю сессию, родила ребенка, и через 10 дней в каникулы пришла, снова начала петь. И, конечно, я посадила голос. То есть его просто не было? Я вдруг не могу петь, не могу понять, почему. И так, и так, и так. А тут вот как раз началось второе гонение, 49-50 год, вот тут опять начались эти репрессии. Нашего профессора, это академика Жубанова, разжаловали, что он лжеакадемик. Вот. Моего педагога тоже выгнали как шарлатана. И, в общем, а он пошел и сказал, говорит, знаете, вот, ну что, говорит, с ней сделаешь? Родила, говорит, а теперь, говорит, петь не может. Я говорил, что этого нельзя делать. А он мне никогда не говорил. А оказывается, когда уже беременность становится где-то 5-6 месяцев, дыхание-то сбивается, все вверх идет. И когда поешь, то связки напрягаешь. Вот я иногда напрягалась. Вот все пела так хорошо, а потом вдруг ничего у меня нет. Привел меня, как Митко Иванович Жупанов, в кабинет. А я молчала. Я все время молчала, сидела. А потом я подошла, я говорю, знаете, Арсений Константинович, вы меня извините, а я вам докажу, что советская женщина может рожать детей и печь. И работать. А он говорит, работать, но не печь. Ну, так получилось. А потом раз, и все, такое гонение началось. Значит, Мухтар Авызов убил Ташкент. Ахмед Иванович, значит, разжаловали. Моего педагога выгнали. И я осталась. Ни с того, ни с сего. Я так вот ходила на фортепиано, там занималась, другими предметами, а вокалом не занималась. Это Народной артистской республики. Надежда Николаевна Самышина. Она работала у нас в театре, потом вышла на пенсию и пришла преподавать. До этого она, оказывается, работала в училище. Ну и весь класс, который вот этого моего педагога, его-то выгнали, отдали ей. Ну я сижу, она меня, значит, видит, я сижу, все поют, а я сижу. Последний. Все уже спели, нас было 8 или 9 человек в классе. Я осталась. И она говорит, деточка, ну что ж ты сидишь? Давай мы позанимаемся. Она работала в театре, пела вот эти все ведущие партии в театре. Вот. Значит, она меня начинает распевать. Я молчу. Потом я заплакала. Она говорит, а что случилось? Она говорит, эту девочку я знаю. Она же, говорит, так спела у нас на смотре художественной воде Штрауса «Весенние голоса». Все, говорит, сказали, вот это будущая звезда. Ну, а потом получилось, из звезды получилась ворона. Вот. Что с вами? Я говорю, вот так и так. Не знаю, я петь не могу. Она говорит,
а ты замужем? Я говорю, сколько тебе лет? Я говорю, 21. Угу. Ты замужем? Замужем. Дети есть? Я говорю, у меня дочка есть. Сколько вашей дочери? Я говорю, ну, сколько ей тогда было? Март, Годик? апрель, май, июль. Полгодика? 4, я говорю, 4. А, 4 месяца. 4 или 5 месяцев. Я говорю. И ты поешь? И ты все время пела? Я говорю, я до последнего дня пела. Я говорю, я вот сдала зачет, приехала, пошла, я говорю, родила дочку, пришла вот такой. Ну, теперь, говорит, мне все ясно. И она меня посадила на вокальную диету. Год она мне не давала ничего петь. Вот это какое-то упражнение там небольшое. Вокальная диета, это что значит? Да. В общем, она посадила фактически меня на вокальную диету. А что это такое? Ну, что это такое? Она мне давала легкие произведения, там, вокализы, там. То есть невысокое, да, ничего? Нет, такое, значит. Легкое, И, да? значит, не просто, а потом или приглашала в класс кого-нибудь зав кафедры, или меня поведет туда, я вот спою, они мне зачет ставят. Вот так я закончила, значит, первый курс. Ну, когда уже на второй я перешла, я вот забеременела Мариам Гуль, дочку родила. Ну, пока я уже, значит, так вот, она посмотрела, сказала, все, доченька, иди гуляй. И вообще я гуляла, и вообще меня отдохнула. У меня пришел голос, я звучал, все. Стала я заниматься. Ну, все за дверь слушают, думают, что? Ну, ничего, она поет. И потом, когда я... И в этот год, 54-й год зимой, в январе, был первая всесоюзная вокальная конференция в Ленинграде. Я там пела Булбул Хамиди и арию Джильды. Уже после все закончилось, и все, вот какая талантливая девочка, все, значит, все. И мой педагог, который я училась, подготовительный первый курс, он там. Я так стою, и как так получилось, что мы рядом. И там что-то говорит, видимо, что такая талантливая девочка из Казахстана приехала. Вы знаете, ну, я, говорит, эту девочку знаю, она же, говорит, у меня начинала. Я посмотрела, он стоит. Я говорю, да, я у вас начинала, только вы чуть меня не погубили. Чуть, я говорю, из-за вас не потеряла голос. Все так оторопели. Ну, не обращайте внимания, эта девочка, говорит, воспитанием никогда не отличалась. Юлия Ахметовна. Больше я его никогда не Да. видел. И Ну- вот теперь, если даже мне 95 лет, Да. моя Надежда Николаевна умерла, когда я был 91 год. Мгм. А Галина Иосифовна умерла, конечно, рано, где-то еще, по-моему, 80 не дожила. И я молюсь на этих двух женщин. Всегда, кто идет в церковь, я говорю, пожалуйста, оставьте за упокой вот этих женщин, благодаря которым я по сей день пою. Всегда, где бы ни, вот мы куда ездим, где-нибудь, в церковь я сама, конечно, не езжу. Да, да, да. Вот, я прошу кого-нибудь, чтобы они поставили свечку на Галине Иосифовне и Надежде Николаевне. То есть никогда нельзя слушать людей, которые говорят, что у тебя не получится, да? Если бы вы его послушали, А если бы я бы ушла, и все. Ну, я была настырная. Я, значит, когда он так сказал, я... Он говорит, потом, говорит, она, говорит, там, вот, там 8 часов утра еще, говорит, голос спит, а она, говорит, уже пищит на радио, не поймешь, что поет. Фальшиво. Вот. Ну, ничего себе пищит. Ну, я говорю, я сказала, я говорю, ну, если на то пошло, я говорю, в конце концов, у меня другого выхода нет. Вот тогда я уже начала петь народные песни. Казахские, русские, украинские, татарские. Вот. Я говорю, я хоть буду таким образом, не потому что я хотела петь, а потому что я могла остаться голодной. У меня 2 детей. да. И я вот так осталась такой, не ушиб в рукав. Вот. И, можно сказать, на радио радио и оркестр Хурмангаза. Вот. А когда я закончила консерваторию, пришла в театр, Куля Шапай, она мне говорит, как Кишкентай,
Сенің тілің күрмеліп қазақшаға келін кірмейді. Әуелі тіліңді жөндеп ал, содан кейін қыз жібекке мен сені өзім айтқызамын. А мына қазір Қарлығашты айта салу. Далее Қарлығаш, я спела Қарлығаш, а после этого меня просто взяли и перевели в филармонию, потому что я, можно сказать, нагрубил директору театра. Ну и потом тоже были люди, которые говорили, вот она камерная певица, сидит в театре, я оперная певица, сижу в филармонии. И она взяли и поменяли. Меня в филармонию отправили, а эту певицу отправили в театр. Ну, к сожалению, она так ничего и не добилась. Я не помню, что она пела, не пела. Но, по крайней мере, я за эти 15 лет, пока была в филармонии, все мои звания, почести, 2 ордена Ленина, Трудовое Красное Знамя. Вот. Нет, 2-й орден Ленина я уже получила вместе с Героем соцтруда. Вот. Государственная премия Казахстана, Государственная премия СССР, Народный СССР. То есть я все эти звания, почести получила в филармонии. Так что я филармонии очень благодарна. И когда мне говорят, а что там подумаешь петь? Камерное пение. Я говорю, извините, камерное пение готовит слушателей для оперы. Если в опере вы 4 часа создаете образ, а там, я говорю, 2 минуты, 3 минуты, вот целый произведение, вы должны создать полностью настроение в этом произведении. И вот так вот, я говорю, мне никто не переведет. А потом в 1971 году вдруг меня, значит, опять в театр. Я пошла в ЦК, я говорю, в чем дело? Почему меня так? Я говорю, я там уже работаю 15 лет. Я говорю, я уже от театра оторвалась. У меня, кроме Риголетто, нет у меня ничего в репертуаре. Нет, надо. Вот надо и все. Я говорю, а что случилось? Что такая надобность, что я прямо в театре нужна? Ну, он мне сказал, говорит, государство, театру говорит, должны дать академическое звание, но для этого не хватает одной народной артистки СССР. И тут меня сделали. И таким образом меня взяли обратно в театр. И мне спросили, что вы хотите, пожалуйста? Я сказал, я хочу спеть Кожевек. Это было моей заветной мечтой. И вот я спела Кожевек. Ой, весь драмтеатр пришел поинтересоваться, что же она будет делать. Ну, я, слава богу, с успехом, правда, неудачно на репетиции прыгнула и ногу поранила. Немножко, кстати, не могла, плохо делать. Все сказали, говорят, ну, хорошо спел, Вера, говорит, нормально. И там же половина речь, говорить надо. Да. Все, и все. Да есть, да, и голос, и все. Только она, говорит, что-то стояла все время. А я не могла двигаться, потому что я Нога. травмировал ногу. Потом после этого, конечно, месяц лечит. Вот таким образом Бибигуль Ахметовна формировалась. Давайте поговорим о кино, но прежде прервемся на небольшую рекламную паузу. Все знают, что в Казахстане огромные запасы полезных ископаемых. Смотрите, целая таблица Менделеева. Возможно, есть элементы, которые мир пока не открыл. И пока ученые и геологи не сделали этого, мир прочно стоит на нефти и газе. К чему я это говорю? В Казахстане есть национальная компания «Казмунайгаз». И это не просто крупнейшая нефтегазовая компания страны, но и наш шанс заработать. Только представьте, всего за год компания принесла инвесторам, которые купили ее акции, большие деньги. Не буду усложнять процентами, скажу лишь, что если бы вы вложили 1 000 000 тенге, то получили бы 1,5. И это всего за год. Так почему «Казмунайгаз» в топе? Потому что компания не стоит на месте. Их последний финансовый отчет внушает доверие. Доход растет, добыча на высоте. Акции компании можно купить на фондовом рынке через Freedom Broker, надежного партнера в мире инвестиций. Приложение Freedom удобно как для начинающего инвестора, так и для продвинутого. И помните, это не инвестиционная рекомендация. Каждый инвестор покупает ценные бумаги под свою ответственность. Бибигуль Ахметовна, в 1957 году вы снялись в фильме «Наш милый доктор». Давайте посмотрим фрагмент. Видите, я тоже когда-то была изящная. Да, вы были красивой. И сейчас красивая. Сколько вам здесь лет? Ну, в 57 году сколько? 27? 27 лет. Вы хотели сами прийти в кино, да? Нет, это меня пригласил как Шакин Айманов. Он сказал, он меня Бибигулиха звал. Бибигулиха,
мы, говорит, снимаем музыкальную комедию, и там для тебя, говорит, очень хорошая роль, ты будешь играть сама себя. Ну, я говорю, ну, пожалуйста. Я сказала на репетицию, этот Ермек пел, играл Такена, Розочка Шмаилова, так Фейрут Исмаил Сестренко, Да-да-да-да. играла Бибигуль. Тоже была Бибигуль. А я, значит, сама себя играла там. Вы сразу согласились? Это Мне несложно, было да? интересно самой. А до этого я в 1953 году снялась в фильме «Дочь степей». Вот. Ну, там тоже небольшая педиатрическая роль. Шакен Айманов, он же вас затем после нашего милого доктора пригласил в «Ангел Тюльтейки» сыграть. Там мне было уже 37 лет. Там уже 37. У нас тоже есть этот фрагмент, давайте посмотрим. Смотрит в окно мне взрослый рассвет. Какая была Но женщина. говорю, Амина Урзакова. Ой, какой золотой был человек. Мама, 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 ласковых рук тепло. Мама, скажешь, мама, и на душе светло. Пусть много лет прошло, мне до сих пор светло. И не беда, что навсегда детство ушло. Бибигуль Ахметовна, вы пересматриваете фильмы со своим участием? Вот самое, я вам Смотрите? сейчас скажу. Да. Самое главное, эту маму пела не я. Пела Баха Ташимова. И когда я же ездил на гастроли, еду на гастроли, маму, и все, не мама, никаких разговоров. Я все время говорю, извините, эту песню пела казахский вариант Баха Ташимова, а русский вариант пела Майя Кристалинская. Нет, люди не придут. Так я вынуждена была ее поднять для своего голоса тональность, Да. и потом я на концерте пела. А здесь голос Баха Ташимовой, а вот это голос Майи Кристалинской. Так что меня... А вот актерское мастерство, вы так шикарно играете, вот как-то очень гармонично. Вы где-то этому учились? Я же в консерватории учился. Ну, в Вы консерватории знаете, актерское вот мастерство? я сейчас смотрю, у нас в консерватории нет актерского мастерства, нет танца, нет ансамбля пения, нет камерное пение один раз в месяц. А у нас была ритмика, у нас был танец, у нас сценическое мастерство было. У нас, я помню, был такой Коробов Семен Семенович, профессор. Он был такой интеллигентный человек. Вот так сидишь, он как даст, вот так, только вот так сидеть все надо. Ни в коем случае не говорю, что это такое? Вы готовитесь на сцену, а сидите сгорбившись, как старухи. И То вот есть- вот так нас учили. В советское время, получается, в консерватории готовили настоящего артиста. А сейчас все это, ну, правда, оперное, там, пение, просто, знаете, раньше театр был, когда вот Кужемьяров был директором театра, ой, это консерватории, у них там был студенческий театр, там был прекрасный хор, там студенты все пели спектакли, которых в театре нет. И знаете, народ туда шел, страшно любил театр. А потом теперь оперный класс. Ну, там какой-нибудь отрывок. Под фортепиано они осуществляют, и на этом кончается. Ну, вот Даже один дирижер, извините, Да. один дирижер сказал, говорит, приходит, говорит, с прекрасными голосами, но совершенно, говорит, не наученные ни петь, ни двигаться по сцене. Это, говорит, просто как чистый лист. Приходит, и с ними надо заново работать, заново их учить. Вот Шакен Айманов вас приглашал, он же понимал, что это такой маркетинговый ход, да, что если в его фильме снимается Бибигуль Тулигенко, что этот фильм будет пользоваться популярностью. Нет, нет. Ни у него, ни у меня такого не было. Во-первых, он просто меня уважал как певицу, как человека. Вот. Он был такой человек, вот, например, погоды не получается, там или слишком ярко солнце, или ждем солнца. Вот. Он садится или играет на домбре и напевает вот это «Жирмовес». Это любимая песня была. Да-да-да. У меня маленький такой голос был. Вот. А, значит, или садится играть в шахматы. Я ни разу не видела, чтобы Шакен ему так цвет будет, тогда то будет. То есть он не нервничал, да? Никогда. Никогда. Снимаем. Все, снимаем. Поехали. Вот такой был Шакен Айманов.
Он был очень интеллигентным человеком, очень культурным. И в своей интеллигентности, кстати, и он был пижон. Он никогда не носил эти теплые ботинки. Он ходил в щеблетах зимой. Вот это его и погубило. Он шел через не знаю почему, пошел через эту самую дорогу, и значит, троллейбус шел. Представляете? Он туда пошел, а там идет машина. Или машину прошел, и потом там троллейбус шел. Он надо подскользнулся. И упал. Упал и ударился вот этим местом. И моментально скончался. Ушел молодым. Вот. А получилось так, что он снимал музыкальную комедию. Получилось, он снял прекрасный исторический фильм. Вот если посмотреть этот фильм, все, начиная с Жамала, нет, не Жамала, как это, Шара Жиенкулова, Рахия Койшубаева, там, значит, и кого там только нет. Вообще-то просто я вот смотрю. Свет, да? Все там, все там. Вы же еще видели вживую Дину Нурпеисову. Я только пришла в филармонию, закончила А вот после того, как меня в филармонию, значит, завели, или нет, я когда была студенткой еще, значит, я подрабатывала в филармонии. И вот на одном концерте я стою, закрывается занавес, вот где теперь кукольный театр в Алмате. Это была филармония. Вот. Они, значит, так, вот этот постамент, куда вот дирижер встает, Да. они уставили, снизу, значит, подушками, вот так одеяло бросали, потом, значит, подушками укладывали, и ее бабушка так выносили на руках, сажали ее на сцену, на середину, она, значит, играла. Ей сколько было тогда лет? Ей уже было до 90 много. И она спокойно играла на домбре, Играла да? спокойно. Такая была, знаете, смуглая, вот такая, как это, немножко такая строгая. У нее лицо какое-то, как у мужчины, вот мужское лицо у нее было. Вот. И вот так вот она, значит, играет свое, нам 3-4 кюе, закрывается занавес, ее вот ручевой, ходится, и мы идем петь. Вот такие я видела ее в таком виде. Вы в своей жизни видели легендарных личностей, да? Да. С кем из них вы дружили? С кем были близкие отношения? С кем могли посидеть, чай попить, поговорить по душам? Я могла попить только с Гульфарой Исмаиловой. Она вот эти костюмы, кстати, это она делала. Все костюмы, которые... То есть у вас были близкие отношения, да, с ней? Хорошие отношения были? Были хорошие отношения. Вот. Не такие вот, знаете, просто бабские. Сидеть, чай пить там, сплетни идет. Нет. Мы об искусстве, о высоком говорили всегда. Она, особенно Женя Сидоркин, муж ее был очень эрудированным, интеллигентным человеком. Он прекрасно художник был. Вот. И очень ко мне хорошо относился, любил нашу семью, особенно любил мою вот Гузелю, дочку. И говорил: Гузеля, читай больше, будет пользы больше будет. У них прекрасная библиотека была. Вот. И она все время пропадала там, у них читала. То есть ваши дети, получается, росли в окружении этих легендарных личностей. Я даже знаю, что ваша внучка Малика... Когда даже... работала в театре, Да. она за кулисами ходила, потому что куда мне ее деть? И Марьям, и Гузель все время за кулисами. Марьям уже, она была очень болезненная, с детства она была болезненная, поэтому ее уже никто не трогал. А Гузель постоянно была, да, за кулисами? Гузель, она такая была, знаете, я их отправила к маме, сама, значит, тут в театре, когда работала. Вот. Мне надо было на гастроли ехать, все. Да. А детей некуда девать. Мама приехала, забрала их. Вот. Так я один раз с гастроли ехала, Да. и там на 8-м километре уже на семье Семипалатинске. Значит, я остановилась, по дороге там что купила, все детям оставила, маме. И это схватила меня за ногу. И никуда от меня не отошла. Сказала: я никуда не пойду. Орала так. Думаю, что делать? Я ее взяла к себе. Забрали. Да, и так она со мной ходила. И до сих пор Гузель рядом с вами. Вы живете вдвоем, да? И вот мы с ней по сей день вдвоем. Да. И сейчас мы с ней вдвоем. Гузель сейчас сколько лет? Если мне 94, ей 74. 74. У нее единственный сыночек Да. один.
И, значит, здесь у меня Маликуша. Вот Маликуша, давайте про Маликушу поговорим. Я смотрю на фотографии вашей молодости, да? Малика очень сильно на вас похожа. И Знаете, вот сейчас, жалко, что я забыла вот эту книгу свою, потом вам передадим. да, спасибо. Там есть фотографии, папа и мама рядом. Папа в этой фуражке, военной в шинели стоит, а мама, значит, честные волосы у нее. Ну, тогда были модные эти кольца, Да, да. серьги, и бусы у нее были жемчужные. И вот она стоит, я посмотрел, говорю, это же Малика. Вот чем она на мою маму. Малика сейчас работает в театре Астана-Опера, заместитель директора, да, По зарубежным связям. по зарубежным связям. То есть это все-таки ваше влияние, как вы думаете? Боже упаси. Нет? Все, что мои дети делают, мои внуки, мои правнуки, я никуда нигде никуда не вмешивалась. Даже вот мой внук, удельный сыночек Адиля, он здесь работал 15 лет в Министерстве финансов. Он работал, он юрист, и международник, и экономист. Вот. И юридический, и экономический, и айтишники, и госзакупки, и еще. Все отделы, он, что ему не давали, он всегда справляется. И выше заместителя директора, это, как говорится, отдела, он никогда не поднимался. И когда я сказала, Адиля, может быть, мне пойти поговорить с руководством? И они тебя держат так все время. Он мне сказал, меня мамуля зовут. Мамуля, говорит, да помни, когда, говорит, ты придешь туда, зайдешь к руководству, будешь говорить обо мне, я в этот же день подам заявление и уйду. Потому что, говорит, скажут, Бибигуль Тулигенова, еще, говорит, что-нибудь получится, я накосячу, а, говорит, скажет Тулигенова Бибигуль, своих бездарных внуков тащит. Не надо. Все, я остановил. То же самое Малика. Она закончила 3 года, училась в Эмиратах, глубоко учила английский язык. Потом поехала в Италию. Она там в Италии, в Марангоне, закончила бакалавриат как дизайнер. Здесь она, значит, поступила, уже родила 2 детей, поступила в академию, институт искусства, да? И она туда поступила в сценографию. Там, значит, сколько-то 90 или 6 что ли, баллов надо было. Она набрала 136 баллов. Все. И она прошла сразу на грант. И, значит, получала стипендию еще, училась. Закончила с красным дипломом. Теперь она поступила в докторантуру. Она закончила докторантуру прекрасно. Пришла в театр, 4 года она работала сценографом. Вот. И когда она пришла, я даже не знала. Закончила, слава богу. Я только знала, что малыши, дети маленькие были. Вот. И потом она, даже сидя дома, ни одного дня не сидела сложа руки. Какие-то поделки делала, какие-то пригласительные там писала. Потом, значит, ну как уже руки есть, она у меня. Да. Какие-то, кому-то ремонт надо делать, она, значит, делает там все интерьер. Вот. И она ни одного дня не сидела без дела и сама себя зарабатывала. И сама себя сделала. И Вот. сейчас И сама себя заместитель сделала. директора, да. Вот. И там было 4 претендента. И директор выбрал ее. Я даже не знала. Она мне позвонила, а я говорю, что мне делать? Представляете, говорит, у меня, говорит, есть возможность работать вот так. Я говорю, Маликуша, это работа мужская, имей в виду. Знаешь, я говорю, зарубежным делом тебе придется много ездить. Да. Все время. И так, я говорю, ты работаешь, у тебя не искусство и не нормированный рабочий день. Ну, я подумаю. Потом вдруг звонит мне директор театра. И говорят, Министерство культуры, министр культуры вот утвердила Маликушу, она будет работать у нас. Я обалдела. Я, говорю, знаю, что она справится, потому что девочка, говорит, очень целеустремленная, и она, говорит, трудолюбивая, трудоголик. Малика, то, что вы работаете в театре, ну, лично для меня неудивительно. Мне кажется, вы как внучка легенды выросли за кулисами, да, театра, сцены. И наверняка для вас это все такое родное, да?
Ну да, все детство провела за кулисами, с бабушкой, с тетей потом. Мне даже пару раз удалось выступить на большой сцене во Дворце Республики, в театре Абая. То есть вы тоже пели? Я играла на фортепиано. Вы учились же в школе Женевы Букировой, да? Да, да. То есть изначально можно сказать, что ваша судьба, она была предопределена, или же вам давали все-таки выбор? Ну, сейчас я думаю, что, наверное, предопределена все-таки, да. Но хотя мне давали полный выбор свободы, я даже как-то с музыки ушла немножко вообще в другую степь, начала заниматься дизайном и архитектурой, начала заниматься организацией мероприятий, но в итоге жизнь меня вернула сюда, в театр, и здесь как раз-таки я себя нашла, чувствую себя прямо здесь, в своей тарелке. Вы очень похожи на свою бабушку. Вам говорят, наверное, да, все? Да. Вот я смотрю на фотографии Бигули Ахметовны в молодости, смотрю на вас и вижу просто одно лицо. Мне кажется, если кто-то будет снимать фильм, художественное кино, вот на главную роль вы уже готовы. Да, кстати, один раз был уже такой кастинг, когда про нее хотели снимать художественный фильм. Я пошла на кастинг, конечно же, сказали, что я подхожу, мне даже хотели перекрасить волосы в темный цвет. И потом уже что-то там произошло, но фильм пока что так и не сняли, но я там где-то в архивах, как человек, который подходит, сижу. Тимур, ты что сделаешь? А ты что, не слышал, что ли, про новый алматинский тренд? Пьешь напиток на улице целый день, и удача к тебе лицом поворачивается. Не слышала. Ой, Тимур, не знаю насчет алматинских трендов, но астанинский тренд знаешь какой? Какой? Пьешь макси-чай, работаешь, и удача всегда будет на твоей стороне. Поэтому поехали, работаем. Ладно, поработаем. И вот она работает. Для нее театр, в первую очередь театр, а потом уже все остальное. Ну, так же, как и для вас всю жизнь. Вы же всегда занимались творчеством, а уже потом Вот я вам скажу, личная жизнь. у всех по-разному. У одной женщины будет счастье через мужа, Да. у другой женщины бывает счастье через ее искусство. Я, например, только через свое творчество. И поэтому мне никакой мужчина, никакой муж не может сказать, что он меня сделал, что меня подничил. Никто, палец о палец, только меня, значит, эксплуатировали. Никто меня не поддерживал. Поэтому я привыкла сопротивляться просто. Просто вот сопротивляться, и все. Но вот семейное счастье у вас было? Такое личное счастье? Вы знаете, честно вам скажу, о семейном счастье я даже не хочу говорить. Вот не хочу говорить. Единственное могу сказать, что я три раза была замуж, и 3 раза было неудачно. Вот все мне попадались какие-то беспонтовые мужчины. Я сказала, не надо. Все. Значит, мое счастье только через мое искусство. Дети у меня есть, слава богу. У меня есть сын. У меня тогда дочка была живая, вторая. 2 дочери. У меня сын. У меня 3 детей. Что мне надо? Пока у меня голос звучит, мне никто не нужен. И я ни с каким мужем не считала. В каком возрасте вы приняли решение, что все, на личной жизни я ставлю крест? Ну, как вам сказать? Уже не помню даже, сколько это было. Ну вот это был Где-то- такой возраст, молодой? Это в 1937 году, это 67 год. Это когда я ехала в Канаду на всемирную выставку. Вот этот костюм Гульфарус Исмаилова мне для Канады делала. Да. Этот еще один костюм. И потом европейский Да. костюм. Бибигуль Ахметовна, я знаете, чему удивляюсь? Вам в этом году 95 лет, и вы продолжаете работать. Я Вы работаю. Сейчас, в этом году, вы открываете в Астане креативную школу для умных, талантливых детей. Знаете, эта мысль у меня всегда давно была. Потому что у нас единственная одна школа, Куляш Байсеитовой в Алмате. Но она чисто музыкальная школа. Вот. Эту школу я тоже мыслила так. Ну, как-то мы так говорили, там, я уже бросила. Ну и тут Малика, опять она.
У талантливой бабушки талантливая внучка. А как вот получилось воспитать такую тоже трудоспособную внучку? Ну, наверное, это все-таки семья. Ну, говорят же, что как ты себя ведешь, так и будут вести себя твои дети, твои внуки. С кем живешь, на кого смотришь, так оно как бы и в тебя вкладывается. И, наверное, потому что окружение было такое. У нас дома всегда музыка звучала. Бабушка каждое утро распевалась. Внизу на рояле играл Индиев. Ну, то есть у нас это было вокруг всегда как само собой. Ну, Вы заходите в подъезд, и такой вайб, да? да, Музыкальный. да, творческий. Творческий. Творческий вайб. И потом меня отдали в музыкальную школу, где тоже окружение было похожее. Мы всегда в музыке, всегда в творчестве, из-за чего, наверное, в меня это так все глубоко зашло. Еще я заметила, что вот, ваша семья очень скромная. Ну, вы как-то не говорите о своих там, заслугах, да? То есть даже сейчас вы открываете школу, креативную школу имени Бибигуль Төлегеновой в Астане. Это частная школа, я знаю, что это ваша идея. Как родилась эта идея? Идея родилась, что мы когда приехали сюда, мы хотели открыть просто музыкальную школу и взращивать молодые таланты. Но потом как-то так это все возросло, мы сидели, и мне мама говорит, зачем просто музыкально, может быть, побольше, масштабно, попробуем. И эта идея как-то так родилась, и уже года 4, наверное, назад, даже больше, мы начали ее отрабатывать. Причем мы такие были энтузиасты, потому что мы понятия не имели, как это делается, что надо сделать. И потихонечку начали узнавать, что можно, какие есть программы. Начали ходить, обратились в Астана Инвест. Они нам помогли, подсказали, какие есть программы. Потом как-то так все росло, и получилось так, что уже у нас начались встречи в Акимате. То есть вы пошли в Акимат, да? Да, пошли А в кто тогда был Акимат. Акимом? Кульгинов. Кульгинов, он нам как раз-таки выделил землю. Мы защитили наш проект, он очень быстро выделил нам землю. Вот, кстати, многие ругают Кульгинова, да? На самом Ну, деле, я ему очень, вся наша семья ему очень благодарны. я тоже считаю, что он много чего хорошего сделал. Да, да. Он нам выделил землю, он даже нам продлил, потому что очень долго мы ее держали. Да, там же она не может просто Определенность, стоять, то есть да. там нужно что-то строить, да? Да, да, да. И потом вы начали поиски инвестора, да? Да, вот нам выделили землю, и мы начали поиски инвестора. Началась пандемия. Мы уже начали искать, вроде бы было очень много интересующихся, началась пандемия, это все заморозилось, опять это все держится. Потом вроде бы все стало налаживаться, и мы обратились к Диригенту Султановне. Она наш проект поддержала, и вроде бы мы уже думали, что мы с ней будем воплощать этот Она обещала проект. деньги дать? Она обещала спонсировать, да, инвестировать. Вот. И она меня навела дальше, сказала, что нужно делать. И я начала делать, вот как она сказала, эскизный проект. Вот это все мы начали дальше отрабатывать. И уже был готов эскизный проект, уже нарисовали школу, сделали бизнес-план. И я собиралась идти к ней, и произошел кантар. И после этого, конечно же, опять все тормознулось, заморозилось. И мы уже думали, что, наверное, у нас уже землю заберут, уже столько времени прошло. А у нас уже готово, и эскизный готов, и бизнес-план готов. А бабушка все это время говорила, что вы делаете? Ну какая школа, вы что, вы представляете, сколько это денег? Ну типа это невозможно, это что-то... А я все время говорила, нет, все возможно, мы найдем, сейчас что-то будет, сейчас что-то будет. Вот. И так получилось, что мы написали письмо от бабушки нашему президенту, и с помощью вот людей как-то так получилось, да, что письмо дошло до определенных компаний. Мы вообще думали, что это иностранная компания, потому что нам сказали, переведите бизнес-план, переведите вот это На все. английский язык, да? Да, мы думали, наверное, это какие-то китайские, что ли, должны быть инвесторы. Ну вы уже были Мы были готовы на все. Мы были готовы на Хоть на все. китайском. Да. Да. И мы все перевели, быстро все отправили, и тут мне звонит Чингиз. Он говорит, здравствуйте, вот мы ваш проект получили, готовы ли вы к переговорам, вот мы интересуемся. Я просто поверить не могла. Я говорю, мы готовы. Он такой, ну вы понимаете, что у нас будет, мы будем ссориться, там этот. Я говорю, я на все готова. Все, вот давайте просто встретимся. Все, и мы встретились, представьте, буквально за 3 дня это произошло.
Мы первый день встретились с Чингизом, переговорили, руки пожали, все хорошо, все всех устраивает. И тут я вас познакомлю с главным инвестором. Это оказался Арманджан Байтасов. Арманджан Миркевич, добрый день. Друзья, сегодня я хочу сделать обзор нового робота-пылесоса Dyson 360. Так, мы сейчас его откроем. О, Динара PlayStation купила? Это не PlayStation, это Dyson, Тимур. Фэн новый? Ой, Тимур, это не фэн, это робот-пылесос. Сейчас я тебе его покажу. Ох, ничего себе. Тимур, А, ну что ты вечно мешаешь мне делать анпекинг? Это робот-пылесос, который убирает там, где ты, Тимур, точно не сможешь. Знаешь почему? Потому что у него 26, друзья мои, датчиков. Плюс 4 режима мощности. Он убирает даже микроскопическую пыль. Он, кстати, может делать бесшумную уборку. И что самое главное, он перезаряжает себя сам. Тимур, это новая технология Dyson. У этого робота-пылесоса есть система обзора на 360 градусов. Он сначала выстраивает карту твоего дома, затем видит труднодоступные места, куда ты точно никогда не доходишь, и у тебя, скорее всего, там пылесборник. Поэтому тебе необходим этот робот-пылесос, который сделает твой дом чистым. Приобрести робот-пылесос Dyson 360, конечно же, можно где, Тима? В магазине OnCharge. берем. И последний вопрос. Что вы пожелаете вот поколению, которое сейчас живет, что мы должны ценить, как мы должны жить? Знаете, вот в наше время, вот в советское время я оформляла, у нас был патриотизм. В первую очередь у нас было и для народа все делать. Работали для народа. Пятилетние эти планы выполняли для народа. Государство поднимать, все. А сейчас нет. Каждый для себя. Вот у меня есть, а там хоть трава не растет. Вот получился перекос. Слишком бедный, слишком богатый. Вот. Что-то надо делать. Этот эгоизм нас к хорошему не приведет. Потому что, посмотрите, вокруг все неспокойно. Вот я все время молю, Алла Тағалам бізді ішкі дау сырттағы жаудан сақтасын. Мәңгілік елімізде тыныш қана мирной своей жизни спокойно жить, чтобы ничто нам не мешало вот так вот общаться друг с другом, как говорится, обмениваться своими радостями. Вот. Чтобы у нас горе было меньше, радости больше. Вот. И дай Бог, чтобы все это сбылось. Мы живем сейчас неплохо, слава Богу. Конечно, у меня некоторые говорят, ну, Бибигуль Ахметовна, вам хорошо, говорит, в вашей колокольне. Вон как вы живете. А я говорю, а я как живу? У меня в Алмате трехкомнатная квартира, которую я сама 3 года расплачивалась. Дочка работала, я тогда могла работать. Вот, внук работал, мы 3 работали и 3 года рассчитывали за эту квартиру. Здесь эту квартиру, спасибо, мне государство подарило эту квартиру, на которой я сейчас живу. И я так, даже я сейчас думаю, зачем вот мне, вот мы сейчас с дочкой вдвоем, эти 4 комнаты. Думаю, мне надо будет продать, что ли, чтобы кто-то жил в хорошем районе, спальном, прямо на берегу реки, там как Бродвей, все время у нас гуляют на нашем берегу. Очень интересное место. Дом очень добротный. Ну, не знаю теперь, значит. Мы живем очень скромно. Не, как говорится, я как это никогда не хотела жить слишком хорошо. Вот. Ну, слишком плохо мы жили, это уже прошло. И поэтому я настолько видела много горя, много страданий, много переживаний, много подножек, когда меня делали. Я только своим трудом. Вот и поэтому моя внучка сейчас то же самое, только своим трудом. То есть вы, Бибигуль Ахметовна, никогда не пользовались, да, своим именем? Никогда. А вот, например... Не для себя. Ну, вот не вас приглашали, Нурсан Абишевич. Не для своих детей, не для своих внуков, никому. А вот Мухаммед Кунаев или там Нурсултан Абишевич Назарбаев вас приглашали на встречи, предлагали Вот я вам что-то? скажу интересную вещь. Да. Когда уже мне было 90-летие, меня принял
Нурсултанович. Тогда он уже был не президент. Еще сидел там в этом. Когда я пришла, он мне сказал, Бибигуль Ахметовна, говорит, у вас какие просьбы есть? Я говорю, нет у меня никаких просьб. Никаких? Он говорит, вообще-то ко мне приходят все сразу, говорит, пару просьб, а потом, говорит, уже беседа. Я сказала, я говорю, я просто спасибо вам, что вот я формировалась именно в тот период, когда вы были президентом. Я вам очень благодарна. Мы с вами очень много работаем. Я говорю, особенно, вы, конечно, я говорю, для республики, особенно Астана, это, я говорю, ваше детище. Ну и, конечно, вы для искусства сделали так много, что, я говорю, все работники искусства вам низко кланяются и благодарят вас за это. Как там было? Что? Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Я не хочу сказать, что там он какой-сякой. Сейчас всякую ерунду там говорят, всякие гадости пишут. Пусть пишут. Вот я считаю, это только беспомощные люди это делают. Вот этой болтовней занимаются беспомощные люди. Нормальные люди. Ну, был президент, был, когда все заходили, извините меня, буквально, можно сказать, именами ходили. А теперь, когда уже он не стал президентом, зачем это делать? А когда он был президентом, вот на протяжении 30 лет у вас были тоже визиты такие? Вот я, например, с Димашем Ахметовичем Кунаевым, я с ним общалась уже когда он сошел с поста. Больше-то я вам скажу. Вот когда у него жена умерла, у него же никого не было, он один был. Он один дома сидит, ему, видимо, тяжело. Что делать? Вот. У него там, по-моему, охрана была. И после 8 до 8 часов к нему можно было прийти. После 8 уже нельзя? После 8. Если нет, то приходит охрана и предупреждают. Пора уходить. Вот. И когда вот я один раз, он мне позвонил, видимо, Абден уже шипском был. Он позвонил, говорит, Бибигуль, кызым, сен халасиатский шай ішкің келмей ме? Я говорю, ой, ага, я только пришла с концерта. Да. Я говорю, ага, да, ішем. Егер, говорит, сен уақытың болса, бір жарты сағатқа болса да кіріп шықсайшы. Он тогда уже никто был. Вот. Какой он был, знаете, когда вот он был секретарем ЦК, придешь к нему, он весь наглаженный, начищенный, аж все хрустит. А тут он обыкновенный, знаете, вот этот спортивный костюм у него трикотажный. Он в этом костюме, он даже не наряжался, вот так сидел, просто вот придешь к нему, и он, значит, чай, большой вот этот 3-литровый чайник. Да. Вот там у него женщина помогала ему, русская, я не знаю, кто она там была. Домработница, видимо. Он там рассказывает много. Единственное, что мне сказать. Еш қашан ешкімді жамандама, ешкім туралы жаман сөз айтпа. Я говорю, ага, менің ойымда ол жоқ. Ну, сонда болса да, есіңе салып жатқаным ғой. Я говорю, я никого никогда не осуждаю. Каждый живет как... Я говорю, как я могу осуждать, когда его другой человек родит, он другой человек воспитал, он совсем другим человеком формировался. Я принимаю, я говорю, людей такими, какие они есть. А айтсаң жақсың жақ. А егер жақсын айта алмасаң, лучше вообще не деме. Я так был удивлен. Думаю, почему он так... Я так и не поняла, почему он мне так сказал. Или, может быть, кто-нибудь сказал, что я вот такая-сякая. Часто вы к нему ходили потом на холостецкий чай? Что я буду часто ходить к нему? Неудобно даже. Еще скажут, что у нас ходит старика без конца. И вот, значит, мы, значит, чай пьем. И вот я смотрю, у него на столе рафинад сахар стоит, сушки стоят, варенье там, все. Вот, там вот, печенье какие-то, все. И главное, а я сижу, смотрю, говорит, кызым, қарап отырсың. Знаешь, говорит, у нас что было? У нас, говорит, детей много было. У меня папа, говорит, работал с одним купцом. Вот этот Кызылтаг магазин есть в Алмате? Да, где вот. Ткани продают. А? Ткани продают. Вот сейчас. А одно время там продукты продавали. Он не то татарин, не тешала казах продавал. И вот этот, как его, Лахмет, отец Димаша Ахметовича, оказывается, он у него,
как сказать, не Малай, а помогал ему. Да, да. Оказывается, у него была эпилепсия, и, говорит, когда ему плохо, и мой, говорит, отец за ней ухаживал. Вот так он всегда с собой его возил к себе. И когда, говорит, папа, говорит, они, говорит, едут куда-нибудь на, то самое, на ярмарку, приезжают и на нашу шею, говорит, вешают эти клендеры. Клендеры. И вот такой, говорит, головку сахара поставят на стол, значит, потом эти щипцами, говорит, отщипывают и дает нам. А это, говорит, ну, каждому на шею повесить, и мы, говорит, как бусы ходим и грызем этот клендер и едим этот сахар. Ну, вот. А теперь, говорит, этого нету, поэтому, говорит, от сушки и этот сахар-рафинат я, говорит, всегда придержу при столе. Это, говорит, напоминание мне о моих родителей. Вот. То есть, он свою молодость, свою жизнь не забывал. Фигура Ахметовна, пусть вам всегда все говорят «да», мы вас все очень любим, мы вас ценим, и просто вы человек-эпоха. На ваших фильмах, на ваших песнях сейчас растет новое поколение казахстанцев, и благодаря вашим внукам, внучке, Малике, да, ваше дело продолжается. Моей дочери. Вашей дочери. Я очень рада, что вы вырастили такую семью, у вас есть продолжение, у вас есть люди, Слава которые Богу. за вас горой. Слава Богу. Да. Спасибо вам большое. Спасибо и вам тоже.